Дорогие соотечественники, Сайгалватандашлар, изо дня в день наш народ будто рождается заново. Мы боролись за возвращение на родину, за счастливое будущее наших детей, за возрождение родного языка и религии, за право жить на родной земле. Крымско-татарский народ стал численным меньшинством на своей родине в результате целенаправленной политики геноцида после аннексии Крыма России в 1783 году. А за последние 100 лет крымско-татарский народ перенес голодомор, раскулачивание, депортацию. К сожалению, данная политика продолжается после оккупации Крыма России в 2014 году. Уже 6 лет мы проходим испытания. Наша родина оккупирована, а по отношению к нашему народу проводятся репрессии. К сожалению, перед нашим народом, как и перед всем миром, появился новый вызов – коронавирус, который серьезнейшим образом может поменять наше представление об обыденности, об общественной жизни, о социальном взаимодействии. Все это подвергается испытанию, как никогда раньше. Конечно, в такой ситуации каждый из нас озабочен. Мы задаемся вопросом, что будет дальше. Сегодня я таким необычным образом обращаюсь к вам. Позволю себе выразиться так. Все серьезно. И вы тоже отнеситесь к этому серьезно. Об эпидемии. Во всем мире ведутся интенсивные исследования, но до сих пор нет ни терапии против коронавируса, ни вакцины. Пока можно сделать только одно – замедлить распространение вируса, таким образом выиграть время для того, чтобы ученые могли разработать лекарства и вакцину. У нас нет собственной государственности, соответственно, и собственной системы здравоохранения. Большая часть нашего народа проживает на родине, но в оккупированном Крыму, где слабая система здравоохранения, а оккупационная власть, как жалкая копия коммунистического режима Советского Союза, не только скрывает истинное положение дела, но проводит праздники, куда собирают тысячи людей. Хочу напомнить Чернобыльскую трагедию, когда от людей не только скрывали подлинную информацию о взрывах на атомной электростанции, но выводили на парады, что являлось угрозой для их жизни. Нам не на кого положиться, кроме как на самих себя. Скорее всего, больницы Крыма будут полностью перегружены, если за короткие сроки в них будет доставлено много пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Это могут быть чьи-то отец или дед, мать или бабушка, партнеры или друзья. Мы – малочисленный народ, для которого важна каждая жизнь, каждый человек. Перед нами стоит одна задача – не допустить продвижения вируса среди нашего народа. Выполняя эту задачу, мы должны, и это жизненно важно, сосредоточиться на следующем. По возможности ограничить общественную жизнь. Все, что может угрожать людям, все, что может повредить человеку или народу, мы должны сейчас ограничить. Мы должны уменьшить риск заражения одного человека другим. Я знаю, насколько это сложно для нашего народа, который всегда выживал благодаря объединению, сохраняя наши традиции и обычаи, поддерживая друг друга на свадьбах, похоронах, дуа, хашарах, митингах. Но сейчас для сохранения нашего народа важны временные ограничения. Никаких мероприятий, никаких концертов, никаких занятий в школах, университетах. Для нас важна жизнь детей, а знания они получат позже. Никаких игр в детском саду и детских площадках. Временно закрывайте кафе и рестораны. Ваша жизнь и жизнь ваших сотрудников и близких важнее денег, которые можно заработать. Отменяйте свадьбы и переносите их на более поздние сроки. Ведь наши свадьбы массовые. Могут заразиться сотни ваших родственников, друзей и близких. Делайте пятничные намазы дома. Ограничьте количество людей на дуа, на джаназе, соблюдайте дистанцию к другим людям, по крайней мере 1,5 метра. Я знаю, как жестко вторгаются эти ограничения в нашу жизнь. Подобных ограничений, возможно, не было в нашем народе с периода депортации. Я знаю, что среди вас найдутся критики моего обращения. Меня начнут обсуждать. Но я считаю важным предупредить, защитить и сохранить народ. Позвольте вас заверить, человек вроде меня, у которого ограничена свобода передвижения, может найти оправдание подобным ограничениям только в крайней необходимости. Сохранение нашего народа исключительно зависит от нашего понимания, дисциплины и уважения друг к другу. И все эти ограничения могут быть введены только на очень серьезном основании и только временно. Но сейчас они необходимы, чтобы сохранить жизни, сохранить народ.
Я уверен, что в ближайшее время будет обращение к крымско-татарскому народу его лидера Мустафы Джемилева и председателя Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Напомню, у нас нет своей государственности, и позаботиться о себе мы сможем только благодаря высокому внутринациональному самосознанию и ответственности, как это делали наши отцы и деды, когда боролись за выживание на чужбине и возвращение на родину. Угроза над народом будет велика, если мы не будем использовать наиболее действенное средство против слишком быстрого распространения вируса – нас самих. Мы должны помогать друг другу, прежде всего тем, что воспримем проблему всерьез, не впадать в панику, но также ни на минуту не допускать мысли, что от нас ничего не зависит. Эпидемия показала, насколько мы все уязвимы и как зависимы от бережного поведения других. Только совместными действиями мы можем защитить и поддержать друг друга. Это зависит от каждого. Мы не обречены и не должны отстраненно наблюдать, как распространяется вирус. У нас есть против него средства. Мы должны беречь друг друга и сохранять дистанцию. Советы вирусологов однозначны. Больше никаких рукопожатий, основательно и часто мыть руки, соблюдать дистанцию к другим людям, по крайней мере 1,5 метра, и лучше всего прекратить контакты с пожилыми людьми, потому что именно они находятся в наибольшей опасности. Я знаю, как тяжело соблюдать эти требования. Именно в тяжелые времена мы хотим быть ближе друг к другу. Забота для нас всегда проявлялась в тесном контакте и прикосновениях. Но, к сожалению, сейчас правильнее придерживаться обратного. И мы все должны понять, сейчас именно дистанция – проявление заботы. Зайти к кому-то с добрыми намерениями – это может привести к заражению. И от этого сейчас желательно отказаться. Эксперты обоснованно говорят, внуки не должны сейчас встречаться с бабушками и дедушками. Те, кто избегают ненужных встреч, помогают всем. Так мы спасаем жизни. Это для многих будет тяжело, и поэтому сейчас мы никого не должны оставлять в одиночестве. Мы должны заботиться о тех, кому нужны сочувствие и поддержка. Используйте множество креативных способов противостоять вирусу и его социальным последствиям. Пусть внуки записывают ролики для бабушек и дедушек, чтобы те не чувствовали себя одинокими. Общайтесь по скайпу, телефону, фейсбуку. Придерживайтесь правил, определенных на ближайшее время. Мы малочисленный, но свободный народ. Мы живем не принуждением, а общими знаниями и солидарностью. Это историческая задача, и с ней можно справиться только совместно. Я уверен, что мы преодолеем этот кризис, но как велики будут жертвы, сколько близких людей мы потеряем, это во многом зависит от нас. Мы можем действовать решительно и солидарно. Мы можем принять ограничения и поддерживать друг друга. Ситуация серьезна. Для нас большая роскошь ее недооценивать. Берегите себя и своих близких.